Всем привет, друзья! С вами Александра Миллер, твоего сердца киллер. Скучали? Я тоже! У нас с вами сегодня очень интересный гость. А какой, сейчас все узнаем. Да. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашим секретиком, советиками, как нам, простым студентам, так же, как и вы, реализовать себя, чтобы практиковаться за границей. Вопрос, конечно, очень сложный. Я думаю, что но у каждого есть возможность все это реализовать, все это придумать. Нужно проектировать свои желания, так сказать, придумывать их, изучать языки, это самое главное, владеть профессией. То есть язык, профессия, желание, характер, не смотреть ни на кого, кто бы вам что ни говорил. Вот, потому что всегда находится много людей, которые вам говорят: ну-ка, ты не можешь, а вы не верьте. Потому что все, конечно, то, что мы придумываем, и то, во что мы вкладываем, так сказать, все наши усилия, потом все это окупается, пусть не сразу, пусть все это немножко нужно подождать, но этот процесс, как бы сказать, он идет, и если вы чего-то хотите, ставите себе серьезные цели и работаете, то это обязательно потом сбивается. А тяжело быть доктором театроведения? По секретику мне расскажите. Я думаю, что это тяжело, но и приятно тоже. Потому что докторов театроведения все-таки не так много. А я осилю? Осилите, обязательно. Заберете меня с собой в Испанию? Попробуем. Спасибо большое. Стоп. Репортерами хотят стать не только студенты, но еще преподаватели, поэтому ушки на макушке слушаем. Скажите, пожалуйста, сегодня в рамках балетного фестиваля состоится премьера балета на нашей чебоксарской сцене «Опасные связи». Вот, насколько я знаю, хореография этого балета была создана в Словении. Вот, и мне очень интересно, насколько эта хореография приживется в других театрах, насколько она окажется востребованной. Вот, и насколько она будет понятна нашему зрителю. Я хочу сказать, что тема опасных связей как никогда ранее, наверное, актуальна. Несколько театров представили свои оригинальные хореографические версии, поэтому здесь, конечно, не будет никакой славянской хореографии, потому что это штучный абсолютно спектакль, уникальный, который создан для совершенно определенного состава исполнителей на совершенно определенные технические средства, сцену с совершенно определенной целью. Допустим, эти опасные связи, которые я описала в своем исследовании, это заказ международного фестиваля в Дубровнике, одного из старейших в Европе. Да, это заказ для Словенской национальной оперы. Понятно, когда оригинальная музыка к спектаклю, вопросов не возникает почти. Тут уже все, хореография, композитор, сценография, все существует вместе. А вот если приходится к хореографическому какому-то решению подбирать музыкальный материал, то, видимо, вот это ваша работа как музыкального ассистента, хореографа, да? Дело в том, что ассистент, дирижер или пианист, любой человек, который помогает хореографу, естественно, не может заменить его решений. И естественно, что работу хореографа в этом смысле никто не отменял. То есть я не могу сказать, что вот это вот то, что тебе нужно. Это все зависит от личного вкуса, от личных пристрастий хореографа, и потом он же изобретает свой собственный мир.